Тот комфорт, который там есть в Эжвинском районе, да, он там не пострадал. И в то же время не пострадало то отношение простых там эжвинцев, ну, собственно, к своей малой родине. Потому что вот из тех там последних экспериментов, которые там мы условно делаем, это и там какой-то городской арт, и вообще участие в общественной жизни, да, ну, люди охотно отзываются. Охотно отзываются, и вот на этой волне там вот такого местного там патриотизма они по большому счету многое делают. Я когда был еще там депутатом, ну, какое-то короткое время, да, у меня округ состоял, собственно, из части Эжвы и Чова. И когда я вот в Чов окунался, да, они ведь тоже не городские, не эжвинские, они човские. Вот эта вот такая хорошая местечковость, как бы, она, ну, присутствует по большому счету везде. Наверное, это дело нужно культивировать, потому что вот это и называется там то, что формирует местное сообщество. Если откровенно говорить, мне в Эжве всегда было интереснее, потому что это вот, собственно, та работа в поле, которую ты видишь. Потому что ее можно, может быть, иногда даже пощупать. То, что ты делаешь, то, что делают там вместе там, администрация и разные партнеры в лице разных предприятий, там, общественных организаций. Это все можно пощупать, и это ну, как-то вот поднимает уверенность, что еще больше можно сделать. Я себя больше, может быть, чувствую там коммуникатором таким, да. Ну, условно, назвать это политиком или хозяйственником больше, но вот мне кажется, самая главная функция – это коммуникатор. Сейчас была целая серия встреч с разными там старейшинами Эжвы. Мы, кстати, запускали проект «Старейшины Эжвы» еще в декабре месяце, да. Значит, вытаскиваем просто тех людей, которые так или иначе когда-то там, внесли особый, может быть, вклад в здравоохранение, в социалку и так далее. И по большому счету, как бы, я вот здесь честно говорю, что я благодарен всем тем прежним руководителям, которые были, начиная с Ушакова, Гончаренко, Сосновский, Эпштейн, Козлов. В принципе, там, сегодня я, по большому счету, тоже как бы работаю на результатах их деятельности. Я думаю, что вот когда это нужно будет политически, республике, там, городу, это сделается. Просто, наверное, как бы условий еще не хватает для того, чтобы там, это было. Мне было бы приятно, наверное, как бы, может быть, в ней поучаствовать, но здесь надо понимать как бы, вот, общую политическую систему там, в республике. Я тоже вижу разницу, на самом деле, между, допустим, тем, что было там, лет, может быть, там, 5 назад, 6 и там, сегодня. Наверное, мы еще ищем там, вот, каких-то моментов, когда мы касаемся друг друга. То есть, откровенно говоря, да, мы партнеры, но вот, как сказать, мы, наверное, ищем друг друга, где приложить силы. Может быть, я скучаю по тому времени, когда, условно, там весь генералитет был, собственно, из эжвинцев и тех, кто там так или иначе был связан там, с Эжвой, там, с Россией, собственно, да. Это и там, Самоделкин, и Ибрагимов. Ну, сегодня надо выстраивать отношения с теми, кто есть. Ну, вот я думаю, что вот пока легкими шагами это получается делать. Ни копейки бюджетных денег, а только исключительно там, ну, некие партнерские отношения, да, это вот, собственно, республиканский турнир по пляжному волейболу. Полностью с нуля, значит, отсыпана площадка. Там еще не закончены работы, потому что у нас там проект большой. 4 волейбольных поля для пляжного волейбола. Одно будет футбольный пляжный футбол и, собственно, баскетбольный щит для стритбола, да. Вот это все делается вот просто на договорах каких-то, да. Значит, собственно, там, допустим, ДКБ, да, там фасад это все-таки муниципальные деньги, все остальное, там, лестницы. Сейчас мы делаем новую лестницу в ЗАГС. Люди, собственно, как бы вот в новую жизнь входят, да, там лестница была вообще жуть никакая, просто там могли убиться просто там невесты вместе с женихами. Вот это все делается вот, ну, какими-то партнерами такими, да.
Тот же самый букет к юбилею – это проект, который взялся, ну, вот просто из ничего, да. Там, клич по общественным организациям, просто по гражданам. Вы сегодня посмотрите, у нас сегодня там детские сады настолько подготовились там к празднованию. Это просто вот, ну, творчество простых людей, родителей в том числе. Да? У нас сегодня практически, ну, условно, может быть, говорю, там в каждом дворе, да, ну, во многих дворах, у нас просто люди там сажают клумбу, букет к юбилею. У нас каждая общественная организация, ведь никто не заставлял и палкой-то не гнал, да, и не просил по большому счету, ну, сделайте, да. А вот просто взяли и сделали клумбы. Совет ветеранов, инвалиды, там, совет молодежи. Достаточно много сейчас там цветов в Эжвинском районе. Я считаю, что вот это вот просто, это не попрошайство, это вот, ну, какая-то общий заряд какой-то общей идеи. Самая главная там, наша задача – это выстраивание широких партнерских отношений, да, с общественными организациями, с предприятиями и так далее. И здесь, ну, наверное, было бы хорошо говорить о планах некой общественной организации, не суть, как она там называется, ЭЖВ это мы, допустим, да, в целях которой вот вовлечение широких там, масс, ну просто там жителей, собственно, в систему управления. Сделай что-нибудь здесь и сейчас для Эжвинского района, да, потому что вот для своей как бы родины, для двора, для дома, для там, той улицы, где ты живешь. И еще раз говорю, здесь там, жители там, с благодарностью к этому делу относятся. И поэтому как бы, наши проекты, наверное, будут связаны с тем, что вот как-то вовлекать людей, собственно, в управление, да, через там, личное участие, через там, власть не закрыта. Мы сегодня полностью открыты к диалогу. Мы сегодня готовы показать, там, вот они онлайн-планерки, онлайн-заседания Совета общественных организаций. И мы реально это будем делать там, ну, не знаю, в ближайшее время. Создание городской среды – это такая благодарная штука. Ну, вот мы просто, наверное, как-то поздно до этого дошли, потому что вот все, что там ярко, там, вот тот же самый там, городской там, арт, да, вот, который мы сейчас там, активно делаем с молодежью, все, что несет какой-то там позитив, просто даже там, маленькую улыбку, вот это все благодарно воспринимается просто гражданами, и они активно идут вот, на такое как бы, сотрудничество. Вы еще, может быть, там и увидите, и услышите по поводу того, как у нас молодежь там, ну, красиво, может быть, да, там, хулиганит, условно, так, в кавычках, скажем, там, в Эжвинском районе. То есть, начиная от люков, там, заканчивая какими-то вот простыми арт-объектами. Мы вот реально как-то дружим, мы видим и находим общие цели. Ну вот у нас практически все политические партии включены в Совет общественных организаций. И мы реально решаем какие-то там задачи, не связанные никак с политикой, да, а связанные именно с там, общественной жизнью, с жизнью этого сообщества, невзирая там, на то, кто-то по своим политическим там, пристрастиям. Поэтому у нас вот, здесь, мне кажется, там совершенно такая, как называется-то, идиллия. Мне кажется, с каждым можно договариваться. Если вы считаете оппозицией, условно, там, давайте там, называть там, вещи своими именами, там, мемориал или еще кого-то. Не пробовал, но мне кажется, можно. Я вот для себя задачу-то вижу следующую. Надо менять отношение людей к своей собственности, как только к тому, что находится за там, дверью. Да? Вот мы зашли, закрыли дверь, вот это мое. Надо понимать, что там подъезд, подвал, крыша, вот то, что называется общая собственность у людей. Вот к этому надо менять отношение. Мы, значит, когда мы, собственно, затевали кампанию по собраниям многоквартирных домов, а они все равно нужны, да, потому что людям надо определяться с тем тарифом, с той управляющей организацией, которая будет обслуживать. В принципе, было какое-то волнение по поводу, допустим, той редакции договора, которую предлагала управляющая компания каждому дому. И народ там, активно не соглашался с этим. Мы стали
собирать председателей советов домов. У нас практически, ну, я думаю, что в половине домов у нас уже есть председатели советов. Мы взяли, выявили там активных людей, которые готовы участвовать в управлении домом. Да? Значит, мы с ними делали некую даже согласительную комиссию и обсуждали условия договора. Мы потом нашли некий компромисс, да, компромиссный вариант договора с жилкомхозом, и эти люди соглашались, да, с там, договором. Мы сегодня уже, по большому счету, на пути к тому, чтобы создать некий совет по жилищно-коммунальному хозяйству из числа общественников, председателей ТСЖ активных, да, для того, чтобы вот, и формировать мнение у жилкомхоза в отношении своих потребителей. То есть простые жители – это же, по большому счету, работодатели для управляющих компаний. Да? С другой стороны, формировать вот это вот то, что я говорил, отношение жителей к тому, что пора заниматься управлением своей собственностью. То есть мы вот здесь вот активно тоже какую-то такую общественную среду начинаем будоражить. Мы не оставляем эту мысль и этот проект. Я думаю, что до 17-го мы все-таки нарисуем велодорожки. Может быть, они не в том виде, в котором там хотелось бы видеть их. Они будут на тротуарах, на действующих широких тротуарах. Они будут отделены полосой. Сначала мы нанесем полосу, сделаем 2 больших круга по Эжвинскому району, начиная от Монди, по Комарова до Мира, и потом еще до администрации сделаем 2 больших круга. До знаков, ну, пока, как бы, вот, собственно, знак велодорожка, руки не дойдут. В этом году нарисуем логотипы, собственно, вот, вело на съездах с тротуаров. Ну, вот, собственно, велодорожки, я уверен, что они в августе уже появятся. Мне, может быть, там немного легче, чем ну, там, многим, потому что все-таки там вот та самая защита прав потребителей, которой я там долго занимался, она была связана там напрямую с конкретной помощью конкретным людям. И, ну, там, не знаю, я, может быть, там, с гордостью об этом говорю, да, но там реально народу-то было много, шло много за помощью, и мы реально здесь помогали. Поэтому вот есть негатив, он тоже там, чиновник и бюрократ, это все от там, какой-то части людей тоже идет, но я просто там как-то стараюсь там, на это не обращать внимания. Беда, может быть, вот, ну, чиновников в том, что они не умеют там, говорить то, что они делают. Ну вот, и у меня тоже то же самое может быть, да. Значит, ну и не всегда просто на это времени хватает. Потому что там, ну, где-то вот я не могу сказать заранее о том, что там, тот или иной двор будет там отремонтирован, да? А вот негатив идет там, именно по тому, что же вы это не делаете. Вот, может быть, если бы заранее как-то планы там выдавали в паблик, вот тогда было бы проще.